Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Сергей Михедов. Уходящий год в Якутии был наполнен различными культурными событиями, большая часть из которых стала знаковой для республики. Насыщенная театральная программа, триумфальные выступления в Москве и на малой родине, успехи киноиндустрии и множество других событий свершилось в год столетия. Подвести итоги года в области культуры мы пригласили к нам в студию министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова. Добрый вечер, Юрий Степанович. Добрый вечер. Вот давайте сразу, как говорится, бросимся с места в карьер. Какие самые знаковые события вы бы отметили в уходящем году? Вот список из 3 составим. Ну, 3 мало будет, да? Я сразу соглашусь, скажу, наверное, по времени вот так растянем. Если уж говорить, то если мы год начали с весны, я отметил бы старт. 5 марта, День народного мастера Якутии, как никогда у нас совпало вообще с столетним юбилеем Якутии, годом культурного наследия. Я не думаю, что в каком-то любом субъекте сделали такого массового открытия года культурного наследия. Шествие мы прошлись по улице Дзержинского на площади Орджоникидзе, открыли массовое мероприятие и станцевали впервые тогда в этом году. Мы в этом году много раз танцевали осохой. Первый большой осохой у нас был 5 марта со всеми народными мастерами. Потом бы отметил, не тоже бы стороной 27 апреля. 27 апреля, год образования столетия республики, мы тоже организовали все эти свои события. В Триумфе провели огромное мероприятие. Музеи «Моя история» открыли современный мир, современной истории нашей республики. И следующий, как бы скажу, что Исехоланхо в Верхневилюйске прошел, не обойду вниманием, 3-й международный конкурс «Виртуоз Хомусист мира». Он действительно международный, несмотря на все санкционные ограничения. Но если уж дальше перекочевать, то не считая огромное количество многих мероприятий, более 600 мероприятий, которые прошли в муниципальных образованиях нашей республики, 80 республиканских, конечно, все-таки Москва и Санкт-Петербург – это Нюргун-Батур. Это и мероприятия, которые прошли в рамках всех этих наших событий. Дни Якутии в Совете Федерации, Дни Якутии в Министерстве иностранных дел. На Поклонной горе мы сделали в сегодняшнем духе варенье поклон героям всех времен. Да, и успели с театром танца в составе делегации Российской Федерации, правительственной делегации, закрыть перекрестный год Киргизии и Российской Федерации, который 3 года шел в городе Бишкеке с возложением в связи с 125-летием Максима Кировича Амосова цветов именно одному из основателей нашей государственной республики. То есть я бы обозначил все события основные этого года, года культурного наследия у нас в республике, синхронизированы были столетним юбилеем нашей республики. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону в Якутске 42 14 39, ну или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp +7 914 235 05 02. Вот, как год сложился для театров? Все же это полноценный рабочий год после пандемии. Да, конечно. Для театров сложился, наверное, максимально год был театральный. Ну, поскольку всего 365 дней в году, я думаю, что мы уже успели даже забыть о том, что у нас вообще летом Якутск был театральный. Да? Помните, мы провели первый национальный конгресс, конгресс национальных театров Российской Федерации во главе Валерием Фокиным, председателем Ассоциации национальных театров Российской Федерации. Великолепный его спектакль «Маскарад» кто-то смотрел. В Якутске, я думаю, что такого спектакля, чтобы шли и актеры играли на коньках летом, в День Исеха, кстати, этот спектакль был, не ошибаюсь, в День Исеха Туймады как раз. И такого маскарада еще в Якутске не было. К нам приехал Ефим Двинятский Большим театром Горького, Владивосток. Русский драматический театр, все дни был полный аншлаг. Очень довольны. И театр, который приехал, и зрители довольны. Мы помним, с помощью нашего золотой компании «Поле золота» провели театральный фестиваль, который проводят золотари у нас в республике. Все наши знаменитости, которые рядом, где работает эта золотая компания, здесь были участниками, и мы все активно туда ходили. Вы помните, что Юлии Пересильд я вручал якутский хомус. Да, вот то, что театр как бы и в Якутске, и потом мы успели съездить на гастроли. Саха-театр, как никогда гастролировал ничего много, он поставил фестиваль на Александринской сцене Санкт-Петербурга, в Элисте по большим гастролям закрыли тему, и у себя. У нас 6-й выпуск Щепкина работает. 6 выпусков Щепкина работает в Саха-театре. Они поставили своего «Короля Лира», свои спектакли, которые ставил Андрей Савич Борисов, на сцене Малого театра. То есть они показали итоги работы за все вот эти периоды, столетия, да, скажем, нашей республики своим учителям, мастерам из Щепкина. То есть Русский академический театр гастролировал у нас на территории республики тоже. В Нерюнгри, Алдан аплодировали ему, получается. Мы успели съездить, чтобы наш театр оперы балета, балетной труппой «Тюмень» Ямал посетил
посетил, это раз. В отличие от всех гастролей, театралы и балет съездил с выгодой. Они привезли, более того, что показали, аплодировали, 4 миллиона сверху денег прибыли. То есть надо стремиться к тому, чтобы гастроли приносили прибыль нашим учреждениям театральным. Успели съездить Мирный. Мы здесь это совместный проект сделали вместе с Алмазной компанией, администрацией Мирнинского района. Это успешный, хороший пример. Ну и, скажем, уже к той, который к концу, Айсен Сергеевич во главе нашей правительственной делегации открыли наш Нюрбинский театр драматический. Это тоже огромный подарок для наших театральных учреждений. И вот сейчас уже Саха-театр съездил туда на гастроли, уже Нюрбинский театр приехал к нам на гастроли и готовит проведение фестиваля «Сата». А театр танца, как гастролировали Ленинградская область, Московской области, потом съездили в Совет Федерации и еще зарубежный тур в Кыргызстан. То есть, получается, у нас никто в стороне не стоял, и театр юного зрителя. И всех, кого я назвал, все наши театральные учреждения максимально были загружены и максимально как бы выступили перед своими зрителями. То есть востребованность театра в этом году была максимальной. Ну вот какие премьеры были в этом году, самые громкие, может быть, ну и какие ожидаются в наступающем году? Начнем с того, что премьеры были громкие. Да? Театр оперы и балета, постановки Андрея Савича Борисова с Нюргун Ботаром. Это национальная опера, во-первых, сложный, да, как вид. Но получилось, что мы в такой большой коллаборации с Москвы, у нас дирижировал Константин Хватынец, Руслан Мурсикаев написал партитуру произведению Марка Жиркова, который был написан в 1947 году. И успех прошел в Санкт-Петербурге. Там было, мне кажется, даже лучше всех. В Москве все акустические новые залы. Аплодировал весь зал. Более полчаса, там, по 40 минут где-то не отпускали всех зрителей. Я думаю, что это большой успех нашего театра оперы и балета. Успех был балетный труп. Нашу балетную труппу выбрал Наталья Ивановна Метелица, и фестиваль «Дягилевские сезоны» открылся якутским балетом. То есть все аплодировали в БДТ, и я был свидетелем этих событий, говорили о том, что якуты, откуда у вас такая хорошая балетная труппа? И вообще рекомендовали не останавливаться, то есть показывать это искусство дальше. Я говорил, что у нас и Саха-театр, вот эти все постановки, которые показывали, мы с постановкой Сергея Потапова в фестивале Хабаровске, «Утиная охота», если не ошибаюсь, Вампиловским, да, мы тоже участвовали, победили в этом фестивале. И фестивальный показ был и Мирнинского театра, который среди золотарей взял тоже номинацию, мы здесь показывали. То есть, если так говорить, то зрителю был показан, да, премьерные новые подходы и новые спектакли. И в следующем году мы, конечно, я не могу сказать, что удивительное чудо ожидаем, но все готовы для того, чтобы что-то открыть. Русский академический театр в этом году поставил для юбилея арапа Петра Великого, юбилей Петра. В следующем году собирается по Островскому ставить спектакль. Саха-театр Сергей Потапов поставил спектакль «Лес» по юбилею 150-летию Островского. То есть юбилейные события великих людей, они Якутию не обходят вниманием. То есть постановки новые. Ну, если уж говорить про театральные зрелищные учреждения, то население большим успехом и в финансовом плане, и в плане того, чтобы зрители аплодировали громче, был театр эстрады. Он же у нас тоже театральное учреждение, который со своим служебным романом на якутском языке, зажигательной такой, да, вот постановкой обошел все заречные районы гастроли и все в Вилюйскую зону Лусов. Гастроли были, вообще, так сказать, не то что потрясающие, они были, во-первых, зрелищные, потом такие, как бы, отклики, потому что ждем еще. То есть 25-го новая постановка, которая в театре строят. Ну вот, кстати, да. Все открывают, все что-то новое достигают. Кстати, вот в эти дни идут премьерные показы оперы Нюргун Ботар для якутского зрителя. Вы уже, наверное, это произведение видели, может, какие-то особенности отметите? Что стоит посмотреть в этой опере? Оперу, кстати, показывают уже не первый раз. Это, наверное, начиная с 1957 года, но 47 именно в этой версии. Да. А в той версии, которую сегодня Андрей Савич его диктовал, поставил, но это новая версия, это «Вызов времени». Если мы прошли столетний юбилей, я так считаю, мы следующему столетию, благодаря большой группе постановщиков Андрея Савича, Руслана Тараховского, художников Федотовой, Егорова, да, вот эти все сценографии, костюмы, постановка, балетная труппа, вот комплекс получился великолепный. Мы оставляем уже как бы наследие свое следующему столетию. Это вот Нюргун Ботар, наверное, самая громкая премьера этого года. Вот якутское кино славится по всему миру, и наши зрители всегда с большим желанием и трепетным волнением ждут выхода новых фильмов. Вот расскажите, чем запомнился этот год для киноиндустрии нашего региона?
санкционное как бы вот препятствие, да, оно действительно было губительным для кинопроката. И сегодня наши кинотеатры переживают вообще сложнейшие времена. И есть ряд предложений для того, чтобы у нас, Якутии, локально поддерживать наш прокат, поскольку кино, оно есть, когда есть прокат, правильно? А в Якутии у нас есть зрители. Зрители благодарные, зрители, которые ждут выхода каждого нового фильма. Вот молодой ребят, Сандал Байша выпустил в этом году фильм «Бюгін былыр». Значимость события, она такая актуальна. Он вообще говорит, знаешь ли ты свой родной якутский язык? Это современный герой, который ищет в эту дорогу жизни. И он правильно там показан. Это маленький учебник жизни. Вот такие фильмы должны мы ценить и продолжать. Благодаря Арсению Сергеевичу Николаеву, на самом деле, Арсений Сергеевич всегда поддерживает наше киноискусство, и всегда, несмотря на все финансовые затруднения, мы получаем деньги для того, чтобы проводить питчинги. То есть питчинг проводить рискованное дело на самом деле, снимут фильм, получится фильм, неизвестно, но мы продолжаем это делать. Буквально недавно вот мы под руководством Сергея Васильевича Местникова, нашего руководителя, заместителя председателя правительства, провели питчинг тоже на 25 миллионов рублей, которым закрываем этот год. Это закладка успеха 2024 уже года. И те ребята, которые сегодня получают эти небольшие деньги, там 3, 5, 7 миллионов, они работают на 2024 год. Но мы проводили питчинги в прошлом году и позапрошлом году. То, что было позапрошлом году, мы сегодня видим на сценах. Сейчас появится давыдовский фильм, Дмитрий, детство появится. У нас в этом году появилась, который 2 года назад вклад «Не хороните меня, Сивана», вот 22 декабря вышел на всероссийский прокат. И этот фильм получил уже первый главный приз главного, наверное, фестиваля, который сегодня остался у нас в стране, фестиваля «Зимний». Я участвовал в показе премьеры, аплодировал этому фильму, смотрели его фильмы, но как бы вот настороженно ощущал, но как бы верх радости был восторг, когда именно в дни Якутии, когда мы были в Москве, вот 8-го были провозглашены итоги, и наш министр тоже была культуры, Ольга Борисовна Любимова, подвели итоги, сразу сказали, главный приз – это якутский фильм. Мы уже почти привыкаем, да, не проигрывать и получать главные призы. Но было очень приятно получить первый приз именно в год столетия нашей республики. Давайте поговорим о послании главы Арсения Сергеевича Николаева. Вот какие задачи поставил Арсений Сергеевич вашему направлению? Ну, в год культурного наследия мы те достижения прошлых лет, во-первых, удвоили, увеличили. И Арсений Сергеевич своим решением год Аланхо, вот год культурного наследия, обозначил направление нашего наследия Аланхо. Да? Мы, во-первых, обозначили 11 домов Аланхо, как сеть домов Аланхо, 50 миллионов рублей ежегодно будем получать для того, чтобы эти дома развивались. Есть экспертный совет, который вот-вот сегодня выйдет для того, чтобы обозначал, какие требования, какая методика работы с ними, каким образом мы будем увеличивать круг тех людей, которые сюда присоединяются. Аланхо – это, во-первых, родной язык, Аланхо – это традиция, Аланхо – это вообще понимание справедливости, добра в этой жизни. Это есть, на самом деле, и патриотическое воспитание, и героя, который подобно Нюргун Батуру. Нюргун Батур у нас тоже весь год у нас в стиле Аланхо получается. Это есть культурное наследие, это воспитание будущего. И в этом году мы заложили, можно сказать, одним из главных событий, это было подписание Арсением Сергеевичем стипендий нашим Аланхасутам, Запивалам Асохая и кузнецам. Вот это начало, которое заложено, что народные мастера, народные умельцы, народные таланты сегодня являются с государственной поддержкой. Это есть как бы инвестиции в будущее, инвестиции именно в культуру нашей республики. Ну и то, что вот обозначено в послании, Арсений Сергеевич, 10 домов культуры в этом году мы ввели. Национальный проект 1, 2 дома культуры по деньгам Алроса, да, по добрым делам внесли эти проекты, по системе денег, которые получают по линии Министерства сельского хозяйства. 12 домов культуры в следующем году. Вот это задача, которую нам обозначает Арсений Сергеевич, это подарок главы президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина, Владимиру Африкановичу, которого спросили, когда вот товарищ герой этого труда, сельского хозяйства, что вы хотите главное? И главное, да, селянин страны, он сказал, хочу клуб, чтобы дворец культуры был у нас в Крестях. Вот такие подходы, когда труженики села требуют, чтобы это действительно культура была. Дом культуры сегодня это не просто клуб, куда пришел, потанцевал, это пространство для общения. И мы должны вот это держать. В следующем году задачу, которую Арсений Сергеевич поставил, 12 домов культуры откроют новые двери. Это успех. Да? Вот только 23-го я приехал с Тасагара в Вилюйскую, когда мы по нацпроекту культуры открыли Дом культуры. Ему 100 лет. Обозначить Дому культуры в этом году исполнится как раз 100 лет. И в этот столетний юбилей от имени главы республики я вручил заслуженное звание директору Клавдии Васильевне и открыли этот дом. Вот. Мне просто приятно было как приносить людям добро. Да? Вот как я вот получал вот эту всю положительную энергию благодарных сельчан Тасагара. Ну а потом, когда вот вообще как бы вот тема культуры,
Это когда приносишь людям радость, да, вообще несущая на самом деле вот тепло, да, вот солнечное тепло, энергию этой жизни, культурное наследие всей нашей страны. Это счастливая миссия, получается. Ну, кстати, о награждении. Буквально на днях указом главы Якутии наградили деятелей культуры. Вот кого наградили? Наградили многих. У нас стало как много народных художников. Народный художник Николай Попов, да я обозначил Русский академический театр, Кирилл Петрович Гаврилев, который у нас художественное училище. Кирилл Петровича бы я еще похвалил за то, что художественное училище в этом году мы участвовали в 2 дельфийских играх. Основных дельфийских играх привезли золото, живопись. Арктические дельфийские игры прошли в этом году впервые в Коми и привезли уже дизайнеры золота. То есть художественное училище воспитывает только лучших в Российской Федерации, получается, по своим направлениям живописи и дизайна. Ювелирное дело, я думаю, что тоже серебро привезли. Очень хорошо. Высшая школа музыки. Мы первые по скрипке в арктических играх. То есть это вот все то, что делается, оно делается для того, чтобы воспитывать будущее. И это воспитываем будущее передовое в нашей стране. И оно каким-то образом сочетается тем, что действительно мы всегда стремимся быть на виду, стремимся быть первыми. Наверное, потому что мы живем в сложных климатических условиях. Мы живем в практическом космическом пространстве, с которым всегда хотим равняться на тех, которые идут впереди, быть быстрее, ближе, чтобы активнее жить и эмоционально жить в этой жизни. Я думаю, что вот наш северный холод, наши климатические условия заставляют действительно нас двигаться быстрее. И соображать быстрее, естественно. Ну вот не так давно в Якутии открылся Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов республики. Вот расскажите о нем подробнее. Я, наверное, приглашу, чтобы каждый пришел. У нас вообще вот отрасль культуры ценится тем, что вот мы подсчет по национальному проекту культуры ведем по количеству посещаемости своих учреждений. Самая посещаемая в Якутии — библиотечная система. У нас 503 библиотеки в республике. Они связаны между собой все в одну систему, которую возглавляет Национальная библиотека нашей республики. То, что Национальная библиотека пошла по пути, скажем, цифровизации, вот открытие того, что все, что сделано, надо оцифровывать. На самом деле это не только пошла, это вот вызов времени, и мы должны его отвечать. И это тоже правительством принято решение выделить средства для того, чтобы в связи с годом культурного наследия. 3 года в связи с столетием по решению общего оргкомитета эти все мероприятия профинансировались эти годы, отразились в тот момент, когда председатель правительства пришел к нам, и Андрей Владимирович сам участвовал в цифровизации. Я помню 1922 года издание. Вот оно оцифровано председателем правительства. Это тоже история, новая история столетия Якутии. И есть такая возможность для того, чтобы, во-первых, сохранить все, что было в бумажном носителе, это раз, упростить задачу восприятия материала. Если мы вместе туда придем, или будем следующую передачу оттуда вести, то здесь на экране будет уже оцифровываться, можно проводить уроки истории, скажем, или, скажем, лингвистики, да, или это изучение какого-то материала, который написано. Я сам-то учился в Петербурге, и мы проходили и старославянский язык, и фольклор все изучали. И вот для нашей библиотеки она сегодня является уже как бы центром, где можно учить углубленно свою языковую часть этой картины. А вот оцифрование не просто сохранение всего, что сделано в бумажном носителе, оно имеет многие функции, которые будут иметь, как сказать, побочное явление улучшения качества обслуживания. Я не зря говорил, что библиотеки посещают у нас более 5 миллионов раз население нашей республики. Это огромная сеть, которую мы должны, во-первых, хвалить. И я помню, что последние 3 года мы были самым читающим регионом Российской Федерации. И мы впереди так. Мы просто не стараемся быть, попадать в эти десятки, но мы уже в десятке лучших всегда. Почему у нас есть читатели? Это и есть наше будущее на самом деле. Юрий Степанович, вы уже рассказали об этом событии, но хочется узнать более подробно о фестивале косторезного искусства, который прошел в Москве. Как проявили себя представители Якутии? Кстати, я бы обозначил даже по этому вопросу, что мы же часто говорим, некоторые, читаю разные комментарии, блогеры говорят, за счет чего там вообще ездим. В этот год, как никогда, нам федеральный центр выделит больше денег именно по направлению культуры. Вот то, что мы сказ на бивне мамонта провели, это грант президента Российской Федерации. 2 700 000 нам было выделено, галереи семьях, для того, чтобы мы организовали участие 24 регионов Российской Федерации. Приехали все косторезы, которые на бивне, на зубах моджа, мамонтах, бивнях. Все косторезы были. И Яна Викторовна лучший организатор у нас почти что в Российской Федерации. Молодец, вот такая бойкая человек, наш руководитель. Она всех собрала вот этой жизненной энергией, и провели же мы его вложением еще наших денег во время проведения большой ладьи, который проводится всегда в Москве. Это в день
почти каждый день 15 тысяч человек посещало эту ладью, и часть она всегда проходила через соревнования этих косторезов. Несмотря на то, что косторезом лучшим стал наш якутский косторез, нам есть чем гордиться. Вот все произведения, которые там сделаны, у меня есть эти фотографии. Это неповторимые образцы. Косторезное искусство на самом деле на сегодняшний момент, я думаю, что сложнейшее искусство. Во-первых, оставить на кости такой талант. У нас есть Федор Марков, которым всегда мы гордимся, правильно? Федор Марков действительно делает такие изображения, когда он делает кочевника или скачущего человека. Мы видим, у меня вот создается впечатление, что он действительно движется, скачет. Так надо сделать. Талант человека на кости остается, который его произведение ИСЭХ якутские, оно является достоянием Британского музея же. Вот такие вещи, они остаются наследие на многие столетия дальше. Поэтому, во-первых, сказ провели великолепно на грант президента Российской Федерации с участием 24 регионов Российской Федерации. И люди теперь ждут, что мы следующий тоже косторезное искусство, следующий вот такой фестиваль должны проводить постоянно. Это задача, которую ставит, наверное, Дальневосточный федеральный округ, выводит на передовые линии. Ну вот уходящий год был объявлен Владимиром Путиным годом культурного наследия. Какие из решений вот стали ключевыми для региона в этом году, на ваш взгляд? Год культурного наследия, во-первых, вначале был принят федеральный общий план. Он состоял в основном из планов субъектов Российской Федерации. И 1 декабря этого года Валентина Ивановна Матвиенко в Совете Федерации провела с нашим участием всех руководителей органов культуры Российской Федерации, домов народного творчества, тоже всех субъектов Российской Федерации мы вдвоем приняли участие. Еще принял участие наш танцевальный коллектив. Во-первых, выступали самодеятельные коллективы, наши коллективы государственных ансамблей. Плюс она задача как поставила, да, год прошел. Ряд мероприятий и национальные проекты туда попали. И все мероприятия, которые провели субъект. На Дальневосточном федеральном мы более удачно и везде участвовали. Мы взяли гран-при танцевальной части федерального округа, который по федеральным округам проходили мероприятия. Проводил его Дом народного творчества имени Поленова. Мы благовещенно взяли гран-при. Это наш Мегидо-Кангаласский ансамбль «Каталык». Он привез оттуда вот гран-при, который у нас есть, которым мы гордимся в этом году. И вот Валентина Ивановна задачи какие поставила. В течение 2 лет, 23-24 год, оснастить все дома культуры Российской Федерации народными инструментами. Это задача, которую поставим перед Министерством культуры, ее будет решать Москва, и мы будем активно там участвовать, чтобы наши дома культуры в стороне не остались. И она обозначила ту задачу, которую все органы, субъекты, в основном мы, северяне, тоже ставили, это внести в практику за счет федерального бюджета понятие «земский работник культуры». Обеспечение кадрами. Прежде всего, кадрами, которые исключительно нужны для детских школ искусств. Для нашей республики мы заявку такую имеем. При обозначении этих средств у нас тоже будут такие деньги для того, чтобы наши северные районы, наши районы, где тяжело молодому специалисту там попасть, сделать привлекательным. То есть привлечь мотивацию для того, чтобы у нас была обеспеченность, для того, чтобы поднять уровень подготовки детских школ искусств нашей республики. Вот эти 2 задачи я бы обозначил как главные, которые Валентина Ивановна сделала. Ну а итоговое мероприятие зампред Голикова, да, она провела 9-го, у нас выступили спутники государственного ансамбля танца. Наш «Каталык», как обладатель гран-при, туда в программу был вставлен. И в большом зале в филармонии, концертном зале, все вот танцевальные молодежные коллективы и юношеские танцевали. Наш якутский ансамбль танцевал. Блестяще. Второе подведение итогов было 12 декабря в театре имени Бабкиной. То есть была презентована вышитая карта Российской Федерации. Но поскольку мы занимаем 1/6 часть, да, мы там были самые главные и самые крупные с нашим древом жизни и красотой наших мастериц. 12 мастеров нашей республики там приняли участие. И плюс ансамбль танца «Каталык» и «Дабун» приняли участие в концертной части, гала-концерте подведения года культурного наследия. То есть мы обозначены, Якутия заметно обозначены. Не прошли и мимо, получается, когда Дни Якутии были в Совете Федерации, Альбина Дегтярева, наш мастер, виртуоз хамусист, успела Валентине Ивановне презентовать наш якутский инструмент хамус. И Валентина Ивановна Матвиенко, как сказала, вот якуты важные, главное, я, говорит, в следующий раз, когда приеду в Якутию, буду уметь играть на хамусе. Нам приятно. Юрий Степанович, давайте подведем краткие итоги работы в части реализации национального проекта «Культура». В этом году национальный проект культуры мы провели вообще великолепно. Так скажу, что, во-первых, в Тасагаре ввели Дом культуры. Начали строительство 2 домов культуры в Тымпе и в Кемпиндай-Сунтарского, Тымпе-Вилюйского. Начали строительство Центра культурного развития в Нижнем Бестяхе. Вот эти объекты, которые осязаемы, ощущаемы и капиталоемкие. Ряд мероприятий, которые там касаются, у нас появилось в Якутии 5 автоклубов.
это новое. У нас есть в Вилюйском районе, Верхневилюйском, Амгинском, Усалданском. И в городе Якутске, в Табаге, есть такие автоклубы, которые пришли осенью. И весной следующего года мы уже посмотрим, как максимально можно их использовать. Это как бы новые дома культуры или там выездное выступление. В Якутске часто бывают, да, мероприятия, которые во дворах проводим. Я думаю, что они будут очень полезны. Они оснащены, там, скажем, всем оборудованием. У нас появилось 2 модельные библиотеки. Один далеко, в Саскалахе, одна библиотека, вернее, вторая в Сунтарском, Эльгее. У нас, благодаря национальному проекту, прошли повышение квалификации более 800 человек наших преподавателей детских школ и СУЗ, работников домов культуры. Ну, национальный проект «Культура», если в этом году был где-то порядка 351 миллион федеральных денег, на следующий 2023 год мы уже обозначили эту сумму где-то 506 миллионов рублей. И национальный проект «Культура» с региональными деньгами следующий год уже составляет 971 миллион рублей. То есть мы идем шагом, который идет наверх, наращивая. Все, что делается по нацпроекту, это делается для нашего населения, для людей, для наших сельских домов культуры. Вот этот маленький там, как бы, может быть, объем работ для того, чтобы у кого-то появилось LED-экраны, да, у нас почти во всех домах культуры появился хороший звук, хорошее мастерство, возможность для того, чтобы человек, который наделен талантом, да, ощутил возможность его реализовать, показать себя, удивить мир. Я думаю, что в этом главное для нацпроекта «Культуры» — это жизнь действительно и в сельской местности, и в целом культурная часть поддерживается и федеральными деньгами, и региональными финансами. Вот расскажите про работу музеев. Кто в этом году смог по-настоящему удивить? Музеи, во-первых, в нацпроекте культуры, я забыл сказать, музейное направление в этом году появилось впервые. Теперь 3 года мы должны 100 музеев Российской Федерации ежегодно оснащать оборудованием и проводить капитальный ремонт. В этом году у нас будут проводиться тоже капитальный ремонт в некоторых музеях. Я на память скажу, один из музеев будет в Усмайском Улусе, один из музеев будет в Кобяйском Улусе, такой ремонт проводиться. И музей в Вилюйском Улусе, Староватый музей тоже будем ремонтировать. Оснащаться музеями тоже будут ряд разных наших музеев. Ну, из тех музеев, которые сегодня я обозначил, бы художественный музей. Ну, поскольку нельзя обойти Третьяковскую галерею, которая приехала к нам в гости благодаря поддержке, прежде всего, правительства республики, председателя правительства, который лично знал руководителя этого музея, и глава республики участвовал в открытии нашего музея. То есть с поддержкой руководства мы провели 50 картин, живописи привезли из Третьяковой и 6 скульптурных работ. Заработали приличное количество денег, поскольку нас посетило более 16 тысяч человек. И мы решили с музеем, коллективом и сегодня и с правительством республики о том, что вложенные деньги мы не будем тратить на прочее, мы вложим его в продолжение этого проекта. Сегодня музей работает с Казанью, с музеем Казани, где хранится огромное количество работ Шишкина. И следующий 2023 год мы ждем наших зрителей, что там у нас будут полотна Шишкина. Утро в Сосновом Бору откроет это вот наш новый этап развития. Вживую можно будет да, увидеть, вживую можно эти посмотреть все произведения, работы конечно. Шишкина. Я думаю, что очень хорошее направление. Я бы еще обозначил наш музей «Моя история». Дмитрий Иванович Соловьев в этом году музей отработал на все 100. Все мероприятия проходили там. И главное событие, наша история, современная история Якутии, там на 2 языках на самом деле, со всеми тач-панелями, это лучший урок истории, который можно провести в музее. Но поскольку год столетия Якутии был как урок истории, каждый узнал свою республику больше, ведь каждый больше стал патриотом, то музей «Моя история» здесь сделал 100-тысячный вклад, то есть более 100 тысяч человек посетили музейные вот этой экскурсии музея «Моя история». Я бы их обозначил как 2 главных события, которые в этом году прошли в музейном направлении. Ну, заметное достижение, действительно. В этом году на радость якутянам и гостям нашего региона вновь стали проходить, скажем так, открытые цехи, вот, где может принять участие, очное участие любой участник, ну, любой желающий. Вот какие планы на следующий год с этим проектом? Ну, в этом году ВСФ прошел в Верхневилюйске, прошел торжественно, ответственно, максимально расширенным вот кругом. Мы туда и шедевры пригласили, все делегации районов, послы приезжали. Вообще ВСФ был великолепный. И следующий цех у нас будет проходить в селе Тамтор Амиконского улуса. Сегодня концепция готовится нового цеха. Предусматривается участие и северных районов, и центральной части районов. Это же все-таки логистика транспортная немножко сложная. Мы идем на север, но получается почти по следам Алексея Кулаковского, получается, да. И тем не менее, цех готовится там, готовится хорошо, поскольку в прошлом году предварительно часть работ были профинансированы, обрядовой части, подготовки места проведения. Ну и вопрос идет, там появится тоже дом Маланхо, новый, короче, появятся новые объекты. Это поддержка тоже северного Амиконского района.
Я думаю, что и дома культуры немножко станут лучше работать, и концепция самого ИСЭХа Аймиконе, ну, рассматривается его Александр Николаевич Жирков еще в рамках десятилетия Аланхо, рассматривается оргкомитет самого ИСЭХа, Сергей Васильевич Местников нас возглавляет. Она будет выработана с учетом места проведения ИСЭХа. О том, что она будет немножко другой, чем проводили ИСЭХи Аланхо. Ну, у нас каждый ИСЭХ, например, в Алекминске тоже была концепция другая. Здесь стараемся для того, чтобы по постановке зритель увидел произведение Аланхо, которое родилось на этой территории. У нас, когда Верхоянский ИСЭХ Аланхо был, там были Аланхо Верхоянска. То есть, на самом деле, после этого много еще издается книжных таких вот подарков, которые остаются нашим библиотекам для последующего изучения. Там, где был ИСЭХ Аланхо, действительно, и появляется молодое поколение школьников, которые уже таюк поют нашего Аланхо, которые уже этих героев. В этом году в Верхневилюйске я обозначу библиотеки. Утром я открыл презентацию книги, в котором участвовали наши дети, все школы Республики Саха-Якутия, они рисовали героев Аланхо. Тираж был маленький, а участников было 200 человек. Мы тогда, Министерство культуры, приняли на себя решение и дополнительный тираж делали для того, чтобы каждый участник этого получил в подарок, вот, ну, положено, да, авторскую, да, такой вот, что оставил. Я, когда был вот в школе учился, в каком классе, нарисовал Нюргумбодра, да, и вот, вот эта эпопея того, что привлечение молодого юного поколения является одной из главных задач проведения Аланхо. Там, где прошли ИСЭХи Аланхо, действительно там костры горят и сегодня. Там есть дома Аланхо, и там есть люди, которые постоянно инициативы это двигают. У нас есть огромное количество, уже более 100 человек, которые молодые, запевалы, которые люди уже аланхасуты маленькие, исполнители Аланхо у нас есть. Это уже как бы вызовы сегодняшнего времени. Это успех нашего поколения, который после, мягко скажем, другого советского периода сделал развитие Аланхо на современном этапе. Ну вот вы как раз уже рассказали о сохранении эпоса Аланхо. Вот. А что еще делается для сохранения эпоса? Ну, эпос, прежде всего, это что сделано огромная году, издательская работа, там, да, скажем. Да. В этом году мы издали Нюргумбодра на якутском языке. Деньги были предусмотрены в рамках столетия нашей республики, попали как бы синхрон с культурным наследием. Как раз мы сегодня его когда и подарочные экземпляры во все библиотеки доставили, и школьные библиотеки тоже. Это уже как бы поддержка. В Верхневилюйском улусе презентовали Аланхо Хардачи Берген на 3 языках: английском, русском, якутском. Агики был один из авторов и исполнителей этого проекта. В самом Верхневилюйском улусе нам всем подарили книги. Верхневилюйский улус вложил деньги для того, чтобы, если не ошибаюсь, 4 или сколько Аланхо были изданы уже там. Они вошли в новое издание. Это целый пакет. Это библиотека, приехали этого Аланхо. Первая поддержка нашего эпоса – это издательская деятельность, то, что мы издаем. Вторая – это система образования. Она уже привлечена к тому Аланхо. Вы когда ходите в якутскую школу, видите, что, во-первых, национальная одежда, а орнаменты, они откуда пришли? Они тоже пришли, культурное наследие наших мастеров. Они все шьются, делаются, ну, оконское убранство, это тоже наследие всего нашего Аланхо. Наше прикладное искусство, вот те же стипендиаты, да, аланхасуты, одним из положений их гранта получения этой стипендии является то, что они преподают его, они наставники, они оставляют след на этой земле. Вот стипендиальная поддержка, я думаю, что это одним из таких осязаемых материальных поддержек главы нашей республики в этом году. И когда ты поливаешь цветы водой, да, ты знаешь, что цветы будут цвести, правильно? Также в этой жизни, если мы вкладываем туда инвестиции, это средства, внимание, понимание этой ситуации, то есть мы как бы вот эпическое наследие нашей республики сегодня находится, я думаю, что ухоженном сегодня состоянии, когда к нему есть внимание государства, главы республики, нашей республики. И государственный подход, это и есть, как бы, во-первых, сохранение, во-вторых, расширение его восприятия. Ну, а в целом, я так понимаю, что получаем поколение тех людей, которые, во-первых, понимают свою историю, знают ее, гордятся тем, что они знают свой родной язык и являются действительно устойчивыми патриотами места, где они родились. У нас остается примерно 1 минута. Юрий Степанович, вот считанные дни остаются до Нового года. Сегодня у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям, к якутянам, что бы вы пожелали. Да, всегда вот приятно под Новый год сказать добрые слова всем людям, которых, во-первых, знаешь. Может, тех даже, которых не знаешь. Зажечь такой энергией о том, чтобы Новый год, чтобы все ждали. Я тоже хочу, чтобы и в семье, и в людях, которых знаю, мои друзья, все ждали Новый год. Новый год – это надежды. Новый год – это такое придуманное, такое философское восприятие того, что все начинается заново. Моложе не станем, конечно, но мудрее станем, сильнее станем, откроем двери, новые двери. Это новый день, это новое начало, это продолжение от достигнутого.
И всегда же, вот даже мой один молодой друг, министр, говорит: Юрий Степанович, бывают же чудеса под Новый год. Да, я говорю, вот эту сказку, в которую верим мы все с детства, в нас вложено, это есть прекрасное дело на самом деле. Каждому надо, каждую вот строку этот жизни зажигать какой-то новой надеждой. Новый год — это прежде всего надежда. Это новое начало, это новая жизненная энергия. И желание каждого из нас быть лучше на самом деле, тем, как есть. Я вот хочу, чтобы вот это ожидание чуда, которое нам с детства, свое поколение делало, мы передали другим поколениям, которые сегодня живут, нашим детям, внукам. Детям уже может быть поздно, но внукам надо обязательно, чтобы вот ожидание чуда. Мы сегодня приняли участие в большой акции, которую проводит наша республика «Елка добра». И мое вот восприятие, когда я вот вынимал этот конвертик, я смотрю братьям Гурьевым, да, вот, которые живут в Сосярском округе. У меня такое приятие было, что я вот Дед Мороз, который приносит радость в этой семье. И братьям Гурьевым я сразу выбрал, как в детстве, большой хоккей, потому что хоккей играют настоящие мужчины. И Новый год для всех нас, наверное, те люди, которые работают в государственной службе или работают в властных структурах, это и есть понимание того, что это есть добро, которое мы должны приносить людям, чтобы и общество, и власть вообще вот понимали вот общее назначение. Мы все двигаемся на самом деле не от друг друга, а друг к другу для того, чтобы достигать каких-то новых высот, взаимоотношений, достижения успеха в жизни каждой семьи. Пусть Новый год всегда будет чудный Новый год. Ожидание добра, нового, ну, это семейный праздник. Чтобы нашей было семей больше. Семьи — это ведь демография. А Сергей Сергеевич же недавно сказал, что нам чуть-чуть не хватило от этого. Я хочу, чтобы было больше семей, больше радости, больше ожидания этого чуда. Радость — это есть двойная энергия, которым заряжает человека. Всех с наступающим Новым годом, и чтобы вот это чувство ожидания чуда в Новый год жило в каждом из нас. Юрий Степанович, большое спасибо за такие теплые пожелания. Мы хотим сказать вам спасибо за то, что пришли к нам, нашли время, подвели итоги работы в этом году. Желаем вам в новом году новых достижений, конечно же, на благо нашей республики. Спасибо, с наступающим. С наступающим. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. С вами был Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.